Па словах міністра адукацыі Беларусі Ігора Карпенкі, знаёмства з рэалізацыяй у Брэсце ваенна-патрыятычнага цэнтра было запланавана даўно. Размова ідзе аб маладзёжным цэнтры, які 3 ліпеня гэтага года пачаў сваю работу на тэрыторыі Брэсцкай крэпасці. На сёння тут працуе 6 аб'яднанняў па інтарэсах военно-патриотичного профилю. На сегодняшний день более 250 ребят занимаются здесь, в патриотическом центре в Брестской крепости, по вот этим направлениям. Хочу сказать, что здесь создана хорошая база. К нам приезжают уже делегации из Российской Федерации и других стран. Уже за этот период на базе центра более 200 человек уже было в рамках каникул. Мы проводим такие военно-патриотические сборы, организуем для нашей учащейся молодежи. В принципе, те цели, которые были намечены при создании нашего объекта, они воплощены в жизнь. Цэнтр развіваецца, ёсць ідэя ўключыць у яго яшчэ некалькі будынкаў, якія размешчаны побач, і стварыць тут аздараўленчы круглагадзічны лагер на 140 чалавек з вучэбнай базай. Пра гэта і расказалі кіраўніку Министерства адукацыі Беларусі. Я поддерживаю эти идеи, которые предлагаются облисполкомом по реализации здесь постоянно круглогодичного лагеря патриотического. Надо сейчас серьезно проработать и вот эти все предложения, которые есть, и организационно-технические предложения для того, чтобы найти источники финансирования и помочь центру развиваться в нужном направлении. Ну а то, что военно-патриотическое воспитание – важная составляющая образовательной и молодежной политики нашей страны, это очевидно. Мы не должны забывать подвиг предыдущих поколений. Сёння Ігор Карпенко прымае ўдзел у пасяджэнні Совета министров союзной державы. Запланавана сустрэча з міністрам вышэйшай адукацыі і навукі Российской Федерации. Мы действительно очень серьезно взаимодействуем с образовательными ведомствами Российской Федерации. Это и деятельность Белорусско-Российского университета в Могилеве. Мы сейчас реализуем проект по оснащению лабораторий из бюджета союзного государства. В этом году мы уже 4-ю часть тех средств, которые на 18-19 год выделены, уже освоили. Основная, конечно, доля придется на 19 год. Мы фактически уже построили новый корпус этого Белорусско-Российского университета. Это все идет по программе союзного государства, но в том числе и бюджетное вложение Республики Беларусь для развития этого уникального университета. Ну и ряд других вопросов. Юрий Печур, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».